Итак, мы сегодня на втором дне в Барселоне, а сейчас примерно 8 часов утра. И я бы сегодня хотела бы посмотреть самые крутые достопримечательности в Барселоне. Надеюсь, сегодня день будет более продуктивным, потому что вчера действительно я пришла не выспавшая. 2 дня я не спала. Была только в автобусах, на самолетах. Ну, вы все это видели. Это было ужасно. И сегодня, да, я думаю, что я выжму 100% из сегодняшнего дня. Так что, погнали! И, короче, получается, мы просто прошли прямо из моего хостела отеля. И видите, везде тут граффити. Очень красиво тут. Здание прям как... Ну, не прям как во Франции, но что-то похожее, да? Модерн вперемешку с архитектурными вау-вау. И, короче, мы должны пойти прямо, пройти через дорогу, там сесть на D50 автобус, и как раз там будет Саграда Фамилия. Я бы хотела на завтрак себе купить сегодня чуррос с шоколадом, потому что я такая голодная, ужас. И вышли мы вот прямо, и вот окружность. Испания за Палестину, за это им прям даже целый день электричество убрали, если вы помните по новостям. Нам-то было страшно, а они-то, фиесту строили на целый день. Может, поэтому и люди все обожают Испанию, потому что они не кипишуют, они как бы не расстраиваются по мелочам и просто отжимают от сегодня все 100. Вау. И тут очень много байков, мотоциклов. Походу, они за здоровый образ жизни. О, как раз пешеходная дорожка. Я в этом не разбираюсь, но когда вот люди стоят, можно просто подойти тупо к ним и пройти вместе. Вот, короче, мы пришли на автобусную остановку. Я чуть-чуть потерялась, но все окей. Жива-здорова. Окружность вот такая вот. Тут очень вайбово, потому что люди отдыхают. Сегодня суббота. На лавочках. Уже 8 часов, а они прям вышли на чистый воздух. Общаются друг с другом. Не курят, не пьют, не ругаются. А просто как бы наслаждаются жизнью. Короче, мы вышли из автобуса, теперь, оказывается, нужно идти в эту сторону и прямо выйдет наша Саграда Фамилия. Короче, я прошла прямо, и я бы хотела запечатлеть свое удивление, когда я увидела это. Это прям удивительно. Я такую красоту, наверное, в жизни никогда не видела. Это типа мой первый мой первый... Я забыла, как это будет на русском языке. Но это действительно восхитительно. Сейчас я вам покажу. Та-дам! Саграда ля Фамилия. Мы сейчас чуть-чуть ближе подойдем. Но для начала вот так вот. Я, короче, думала так. Все тиктокеры, все эти ютуберы приходят, по идее, на вот этот эскалатор. Они наверх поднимаются. И, конечно же, фоткаются на фоне этого божества. Я, короче, тоже попробовала. Я залезла на этот эскалатор, вышла из него и ни хрена. То есть меня не видно было, но само здание было видно. Короче, у меня фейл. Так что я думаю теперь как бы пойти или обойти сзади, что ли, и там попробовать сфоткаться и сделать новые видеоролики, потому что тут освещение плохое. Короче, теперь вторая рабочая тема. Тут получается парк, и нужно отойти вот максимально сзад, и там должны получиться вот шикарные фотографии и видеоролики. Я имею в виду туда. Я думаю, что это будет немножко дальше, но нет. Потому что при таком освещении ничего не видно. Но я здесь. Серьезно. И вот мы заходим в парк.
Он весь в песке. Белый песок. Ну, не то чтобы белый, он как бы коричневый, что ли. Не как в Париже. Ай. Тут все на меня так смотрят. Как будто... Откуда эта дурочка пришла, да? А тут вообще классно. Да. Короче, идем дальше. Вон туда. Ай. И посмотрим. И говорится, была у меня хорошая идея, но точно так же подумали и другие 50 туристы. Смешно. Но я все же дождусь своей очереди. Я обязательно сделаю нормальные фотки и видеоролики. Вот так, вот вам и рабочий лайфхак. Не получается сфоткаться нормально там, подождите, обернитесь, и вот вам. Шикарное место, где можно сфоткаться и сделать крутые видеоролики. Там вообще-то наверху еще вещи есть. Чего они шикают? Там ангелы. Короче, все, отсняли все, что я хотела. Лучше, по-моему, не будет. Ну, наверное, под вечер повторю. Но тут народу будет больше, по-любому. Или завтра, да. Есть и завтра. Ну, короче, вы поняли лайфхак. Или через метро можно вот так вот выйти, но не факт, что освещение будет хорошим. Или можно прийти вот в парк и в парке пофоткаться. Ну и тут освещение не фонтан. И вот я таки нашла более-менее нормальное место, где освещение более-менее хорошее. И тут стою и фоткаюсь уже 10-й или 15-й раз. И, кстати говоря, конечно же, покушать можно везде. Но, как говорят фудблогеры, лучше обедать, ужинать или завтракать именно в тех местах, где там не написано на английском, не написано там на других языках, на французском, на немецком. В этом смысле нужно идти прям вглубь города, где там местные кушают, и попробовать вот эту вот аутентичную кухню. Вместо того, чтобы какую-то там интерпретацию испанского кузин тут кушать, мы идем туда, поэтому я вот так вот топаю долго. А топаю, кстати говоря, я не зря, и тут можно действительно посмотреть, как тут местные живут, на архитектуру, конечно же, на людей. Тут все такие вежливые, по идее, спокойные. Люди бегают с утра. Тут все такие спортивные. Классно. Испанский флаг. Или каталунский. Кстати говоря, ушли-то мы довольно-таки далеко. И все еще идем. Немного, конечно, страшновато, но надеюсь, все будет нормально. И что я не потеряюсь. Ну, надеюсь, не потеряюсь. Конечно, точно не скажу, Гауди или не Гауди был архитектором этого здания, но оно выглядит просто потрясающе.
и просто пройти перед ним, возле него, было бы глупостью. И да, вот, мы все еще топаем. Прямо. Место после стольких топаний я нашла. Вот оно, знаменитое ютуберское чурос-бар. И, короче, как и всегда... Нет, подожди. И, короче, как и вчера, мне пришлось как бы выйти за заведение и найти такой вот, не то чтобы парк, а просто остановку, типа остановку, и начать кушать тут мои чуросы. Вот они тут. Я купила их только в 3 штуках, потому что дальше я хотела бы покушать там и тирамису тоже аутентичную. Сейчас мы это раскроем. И вот так вот они выглядят. Типа слоеное тесто. Слоеное тесто, оно хрустит, и оно невкусное. А тут у нас горячий шоколад. Мы, короче, сейчас сюда будем макать свои чуросы и этим наслаждаться. И, короче, вот горячий шоколад. Я бы хотела сначала его просто выпить и как бы на вкус попробовать. Чистый шоколад. У меня прям язык. Чистый шоколад, да. И сюда мы сейчас будем макать свои чуросы. И вот, как говорится, что не сделаешь ради Ютуба. И пробуем. Просто классно. Шоколад получается максимально сладкий, максимально вкусный. А из-за того, что вот чурос, он как бы не сладкий, это просто тесто, оно как бы друг друга балансирует, понимаете? Но это безумно вкусно. Ради этого стоило топать так долго. Обязательно приходите сюда. Получается, там мы купили свои чуросы. Там я их поела. И это вот как выглядело окружение. Автобусы. И знаменитые перерабатывающие отделочные мусорные баки. Их прям несколько. Как они тут сортируют все, это все непонятно. Да, я, конечно, говорила, что мы дальше покушаем тирамису, но после того, как я выпила целую чашку шоколада, думаю, было бы странно бы кушать после шоколада еще один шоколад. Поэтому я думаю, что лучше вместо этого мы пойдем дальше чуть-чуть, но покушаем чизкейк. Самый дешевый чизкейк и самый вкусный. Короче, я шла по дороге и нашла свой любимый ресторан, типа, испанский. Он называется Honest Greens. Тут получается все на здоровом питании. И мне действительно хотелось бы это попробовать на этой поездке. Давайте лучше мы попробуем свой здоровый завтрак и посмотрим, как это будет звучать в нашем желудке. Короче, тема такая. Я пошла в кассу. Сначала все выбрала. Потом мне сразу же дали свой джинджер-шот, потому что я чуть приболела, и я бы хотела бы здоровье свое поднять. Мне дали приборы, да. Сразу счет. Заплатила. Теперь я жду свой завтрак. И попробуем, как тут все. Короче, тут и кондёр, и тут хорошая музыка. Попробуем свой шот. Пока мы ждем свой завтрак.
питаться нужно по-здоровому. Ну, он хороший. Я его, короче, попробовала с первого раза. Он мне не зашел. Тут написано спирулина джинджер. Это типа здоровый способ оздоровиться. Перед тем, как я буду кушать сейчас жирную еду, наверное. Но все бывает. И мне уже принесли мой завтрак. Так, вытаскиваем свои приборы. Ау. На вид, конечно, так себе. Сейчас я все это вам покажу. Или нужно сначала попробовать? Давайте я сначала покажу, а потом мы будем это пробовать, да? Не знаю, в меню это выглядело очень даже вкусно, приятно. Ну, как говорится, здоровая еда, она вообще не совсем бывает такой аппетитно выглядящий. Но сейчас попробуем. Вот такой вот вайб. И, короче, смотрите, тут слои идут. И на вид это немножко похоже на тако. Это хлебушка. Я вот думаю, может, нужно было все это поднять и вот так вот, типа, в качестве тако покушать. А пока что я ем это как салат. Тут у нас идет яйца. Это вряд ли мясо, потому что на вкус это не мясо. Это соленый огуречек. Типа йогурт, дрессинг, овощи всякие. Ну, в жизни нужно попробовать все. Это мое заключение. Заказала бы я это еще раз? Ну, не знаю, я, по-моему, не совсем любитель здорового питания. Но на первый раз это классно.